Начало Великой Отечественной войны совпало с окончанием Дегорского сельскохозяйственного рабфака. Как раз в этот день хотели отметить окончание рабфака, кто рабфак кончал, кто средней школы. И тут же мы узнали, что началась война. Группой своими друзьями, товарищами сразу пошли мы в военкомат. Они говорят: не мешайте, идите домой, когда надо, выживем. На третий день вызвали, завтра отправляетесь. Вот так отметили мы окончание среднего образования. На четвертый день уехали мы втроем в Сумы, другая группа Ростов. В это время уже немецкие самолеты начали бомбить. В начале сентября наше училище, как и многие другие военные училища, было поднято по тревоге и выдвинули на фронт. А уже после формирования мы перебросили нас на Западный фронт под Ржев. Там шли очень тяжелые бои. Потери огромные были с обоих сторон. Причем дороги были почти непроходимы для транспорта. Я тогда был командиром огневого взвода. И с трудом переправились через реку Варту и поддержали вот двумя пушками пехоту нашу, мотострелковую. С Западного фронта нас перебросили в северо-западный, оттуда на Курскую дугу. На Курской дуге заняли позиции и проходили обучение. Я уже командовал батареей, артиллерийской батареей. Я добился от своих подчиненных полной взаимозаменяемости, в случае чего один мог заменить другого. В ночь 10 июня, вечером 10 июня, прибыл ко мне на наблюдательный пункт заместитель командира дивизиона по политчасти и поставил задачу сменить огневую позицию и стоять насмерть. Вот ночью заняли новые огневые позиции на пушке оврага, там пшеничное поле, слышно гул танков немецких, ну, окопались, вот теперь стоят насмерть. Даже видно было, как, вот не поверите, как наводит танк на орудие. Я даже следил за этим, говорю: быстро в укрытие. В этом бою подбили 3 танка, потом батарея была в упор расстреляна. А враг был метров 200. Давай, пошли, и тут смотрим, уже и справа немецкий танк вышел к оврагу, и слева немецкий танк. Я ординарцу говорю: где-то у нас гранаты, да, я пойду на танк. Говорю: не надо, комбат, не надо, может быть, как-нибудь выйдем. И вот ползком уже метров 30-40 до врага, бегом и во враг. Просвистели пули. Вот не поверите, вот в этом бою гимнастерка в нескольких местах был пробит. Даже офицерский ремень задетый был. Был легко ранен. Война есть война. Вот иногда спрашиваю, не страшно было? Были, когда вот вступил уже в бой, страха никакого не бывает. Не теряй. Нет страха. Дело другое, когда выводят из боя на формирование и снова вступаешь, вот тогда дело другое, пока не втянешься. Ну, а в последующем уже воевал в освобождении Варшавы, Прикарпатье, Закарпатье. Вот знаменитые вот сейчас украинские там сволочи, бандиты, бендеровцы. Между прочим, во время войны тоже с ними воевали. В 1944 году в Львовской области. Они много вреда наносили во время войны, это бендеровцы это.
а сейчас нож подняли они там. Ну, в последующем участвую в Берлинской операции. Бои за Берлин были очень тяжелые. И только в ночь 1 на 2 мая Берлин пал. И в ночь 8 на 9 мая звонит командир бригады: Володя, конец войне, немцы подписали договор о полной капитуляции. Ну, сразу выскочили. Ну, что творилось, это не описать там. Кругом стреляет. Кто чем мог, кто пистолетом, кто автоматом, кто зенитными установками, ракетами. Было светло, как вот днем. Вот так мы встретили конец войны. Фактически я всю войну прошел. И дожить до Дня Победы – это великое счастье. Сколько людей погибло, сколько людей мы потеряли. Победа есть победа. Ну вот сейчас много рассуждают, много говорят. Но как бы то трудно не было, как бы тяжело не было, веру в победу никогда не теряли. Мы верили в коммунистическую партию Советского Союза. Мы верили в правительство страны. Мы верили в Сталину. Как еще можно было верить? А вера – это великое дело. Без веры победить противника, врага невозможно. Я после войны приехал в середине октября в отпуск. Каждый вечер танцы, 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 откуда только не проходили. Так дней 10-12, потом сегодня танцев уже нет, никуда не выходи, разговор будем вести. Прихожу, отец, дяди, тети, все родные. Все, кончаем танцами, жениться надо. Я, честно говоря, мне тогда и 23 не было еще. Как так указывает девушка, одну, вторую, третью. Ну, первый вот мою жену. 68 лет почти прожили вместе. Это богатство. Ну, что сделаешь? Тяжело, конечно. После войны хотел уволиться, но мне говорят, об этом разговора не идет. В августе месяце 1973 года уволился, вернулся в Осетию, пока я в Дикаре пожил, пока я квартиру снимал. И потом уже в ноябре месяце поступил на службу в Топаз, начальником штаба гражданской обороны. Вся жизнь у меня связана была с молодежью. И в армии, и в Караганде на военной кафедре. Да и на заводе Топаз, завод молодежный там, в основном молодежь трудилась там. Поэтому я большим уважением отношусь к молодежи. Только не надо, молодежь портит. Именно портит вот все это антисоветскими пропагандой. Время идет. Вот так жизнь построена.